Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. Вот о чем сегодня в выпуске. 400 компаний и больше 10 тысяч гостей из 35 регионов России. Применяя наши удобрения на, если, скажем, зерновые культуры, то можно получить прибавку до 20%. Сегодня в Казани открылась выставка «Татагроэкспо». О чем говорили и что представили, расскажет Рамиль Галиуллин. 95-летие героя социалистического труда Ильдуса Мустюкова. Поздравить его с днем рождения, прийти, вручить государственную награду Республики Татарстан, пожелать здоровья и долгих лет жизни. Как поздравляли одного из создателей системы опознавания «Свой-чужой», расскажет Иван Сарафанов. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Ему нужно звонить, потому что мы 27 лет в браке, у нас 3 детей, и ему, видимо, необходимо слышать. Сегодня в Казани прошла встреча с женами, сестрами и матерями тех, кто каждый день делает все для победы. С ними пообщалась Алия Хайрудинова. 95-летие сегодня отмечает герой социалистического труда, самый секретный татарин Советского Союза Ильдус Мустюков. Также юбилей у Гульсины Зантимеровой. Герою соцтруда и работнику химической промышленности исполнилось 80 лет. Сегодня их в своих соцсетях поздравил Раис Республики. Рустам Минниханов написал: «Для нас вы сегодня являетесь непревзойденным образцом для подражания». Наша съемочная группа отправилась в гости к Ильдусу Шейхелисламовичу и тоже поздравила его с днем рождения. Доброго дня, здравствуйте, с днем рождения вас, с замечательным праздником, весенним, ярким, красивым. Ученый-конструктор Ильдус Мустюков с самого утра принимает поздравления. Свое 95-летие он встречает в добром здравии и с хорошим настроением. В 10 утра к нему пришли вице-премьер Лейла Фаслеева и министр соцзащиты Эльмира Зарипова. Поздравляют от имени Раиса Республики. У нас сегодня почетная миссия вручить вам государственную награду Республики Татарстан, дорогой. Ильдусу Мустюкову преподнесли медаль за заслуги перед Республикой Татарстан. Гости подчеркнули, это большая честь отмечать юбилей героя. Сегодня мы в гостях у замечательного человека, гордости Республики Татарстан и всей Российской Федерации Ильдуса Шейхелисламовича Мустюкова. Для нас очень важно сегодня, в день рождения, в 95-летний юбилей, поздравить его с днем рождения, прийти, вручить государственную награду Республики Татарстан, пожелать здоровья и долгих лет жизни. Еще утром Ильдуса Мустюкова по телефону поздравил Рустам Минниханов. Также герою показали и пост Раиса Республики в соцсетях. Позвонил имениннику и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. С юбилеем поздравил руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. Для меня, конечно, огромная честь. Вот такое оказанное внимание. Я очень благодарен всем. Ильдус Мустюков родился в Казани, окончил КАИ и работал в особом конструкторском бюро. Прошел путь от инженера до начальника. В 1962 году начал разрабатывать общевойсковую систему радиолокационного вооружения «Свой-чужой». Она позволила уменьшить потери среди личного состава. И она иметостойкость, то есть если даже противник имеет в своем распоряжении нашу аппаратуру, он воспользоваться этим не может. И за эту разработку 1600 человек по стране были удостоены правительственных наград. В период работы Ильдуса Мустюкова было создано большое количество образцов новейшей спецтехники. За создание единой системы опознавания он был удостоен звания Героя соцтруда и награжден Ленинской премией. Долгие годы он был генеральным конструктором, затем возглавлял Институт радиоэлектроники, и те проекты, которые были созданы под его руководством и до сегодняшнего дня используются в системе обороны нашей Российской Федерации и получают высокую оценку. Ильдус Мустюков говорит, счастлив, что встречает этот прекрасный возраст в окружении детей и внуков и рядом с гостями. Иван Сарафанов, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань. В преддверии 8 марта Министерство обороны организовало телемост между военнослужащими из Татарстана и их семьями. Сейчас мобилизованные мужчины находятся в зоне специальной военной операции. Впервые за долгое время они смогли увидеть близких и пообщаться с ними в видеоформате. Мобилизованные рассказали об армейском быте и пообещали поскорее вернуться с победой. Жены и дети делились новостями, как дела у них дома, как идет учеба. Также передали мужьям и папам слова поддержки. Рады приветствовать вас. Спасибо большое Министерству обороны, что оказало нам там такое содействие. Он как кормит вас? Отлично. Одежда вам? Каждый месяц одежду меняем на размер больше.
Всем большой-большой привет. Увидели нас, что мы живы-здоровы, что у нас все хорошо. Увидели у них, что все хорошо. Надеемся, что это будет не последний раз. 35 татарстанских врачей сегодня находятся в зоне СВО. 12 из них ушли добровольцами. Сегодня с их мамами, женами и близкими в преддверии праздника встретились вице-премьер Лейла Фазлеева, депутат Госдумы Айрат Фарахов и министр здравоохранения Марсель Минулин. Было важно узнать, какая помощь нужна и с какими трудностями сталкиваются родные. Все для семьи, и здесь он тоже, вот все для семьи. Повестка в семью Зайнудиновых пришла в конце октября. Призвали главу семьи, отца 3 сыновей. Он возглавлял транспортную службу Нижнекамской ЦРБ. Сейчас гранатометчик. Супруга Альбина Зайнудинова и еще 5 жен мобилизованных решили сделать мужьям подарок. На днях отправят им машину УАЗ. Видимо, моему супругу нужна связь. Кто-то переписывается, ему нужно звонить, потому что мы 27 лет в браке, у нас 3 детей, и ему, видимо, необходимо слышать. Очень гордимся, мы не стесняемся этого. Да, для нас герой, и даже в телефоне у сыновей подписан «Папа герой». Альфия Шакирова осенью проводила сына. 27-летний медбрат работал в Бугульминской ЦРБ. В феврале у него родилась дочь. На выписке молодой папа побывал лично. Сейчас общаются в переписке. Я спрашиваю, как дела? Он говорит, все хорошо, не беспокойтесь. Жив-здоров. Я говорю, если у тебя хорошо, значит и у нас хорошо. Ждем его, как говорится, с победой. Всех мы ждем с победой. Это будет возможностью как обсуждать те вопросы, те проблемы, которые возникают. На встречу пригласили 47 женщин. Все они жены или мамы медиков. По словам депутата Госдумы Айрата Фарахова, он всегда с ними на связи. Всякие просьбы. Кого-то в садик надо устроить. С кем-то из детей надо переговорить построже, пока папа выполняет задачу. Поэтому мы хотим максимально закрыть все эти вопросы. Я в постоянном контакте с Министерством обороны, с Главным военно-медицинским управлением. Здесь тоже мы координируем все эти вопросы. По словам вице-премьера Лейлы Фазлеевой, в основном вопросы касаются выплат, реабилитации по состоянию здоровья, поддержки детей. Много врачей сами отправились в зону СВО, чтобы оказывать помощь жителям Лисичанска. Для проведения медицинских осмотров направляется наша мобильная поликлиника, которая себя зарекомендовала очень хорошо. И там, конечно, состав был и коллеги мужчины, и коллеги барышни наши, замечательные медицинские работники. И эту работу мы тоже продолжаем. В Татарстане создан фонд по обеспечению лекарствами тех, кто сейчас несет службу в зоне СВО. Эта помощь, она идет безотлагательно формируется список необходимых медикаментов, и, соответственно, с этим списком идут поставки. Весеннего настроения. Были сегодня и сюрпризы. Вадим Горбунов прямо из ДНР по видеосвязи приветствовал свою маму. Сердечно-сосудистый хирург МКДЦ не видел родных 4 месяца. Наши сыновья, они, конечно, защищают самое дорогое, что у них есть. Это свои семьи, своих детей, своих родителей и, конечно, свою родину. А мы здесь поддерживаем их и помогаем своей материнской молитвой. Именно эта связь с родственниками помогла не пасть духом фельдшеру из Мензелинска. Фанис Марданов в зону СВО попал в сентябре, в октябре оказался в плену. Его освобождению способствовали в том числе и участники этой встречи. Даже будучи в плену, я представлял, как я сажусь за стол, кушаю со своими детьми, завтракаю, обедаю, ужинаю, выхожу на прогулку. То есть я мечтами, мыслями был здесь. Покупайте, девушки, платье, встречайте своих мужей, потому что в каком платье вы будете встречать мужа? Надо же, это же очень важный момент. Вы же не будете в халате встречать. Алия Хайрудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Прокуратура республики начала проверку после схода снега с крыши на пешеходов в Бугульме. Видео вопиющего случая появилось в социальных сетях. 3 подростков в последний момент успели увернуться от снежной лавины. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за очистку крыши. Это не первый случай схода снега в Бугульме. Год назад пострадали 2 детей, и тогда снег упал с крыши одного из жилых домов.
Сегодня в Казани открылась специализированная сельскохозяйственная выставка «Татагроэкспо». Уже 5-й год подряд она вызывает огромный интерес у российских производителей. Здесь все, кто работает в сфере АПК. В этом году на выставке 400 компаний из 35 регионов России. Это больше 10 тысяч участников. Представлены новейшие образцы от удобрений до крупной сельхозтехники. Сегодня на повестке тенденция развития молочной отрасли в стране. Как прошел первый день, расскажет Рамиль Галиуллин. Это одно из главных ежегодных событий для всех сельхозпроизводителей страны – выставка «Татагроэкспо». Самые передовые решения для агропромышленного комплекса едва уместились в 3 павильонах Казани-Экспо. От самых маленьких компаний до гигантов сельхозотрасли в прямом и переносном смысле, как, например, этот комбайн из Ростова-на-Дону. Флагман в сфере АПК. За сезон такая машина способна обработать 1000 гектаров земли. Это уже современная разработка из Самары. Последняя модель самоходного опрыскивателя для обработки почвы средствами защиты. Производительность до 80 литров. Если смотреть на опрыскивание, до 80 гектар. Может спокойно производить 350-400 гектар. Это спокойно, за смену. Машина может работать и ночью, в темное время суток. Производим жидкие органоминеральные удобрения для листовых подкормок. А это вот результат, который могут достичь наши сельхозтоваропроизводители. Внутри этих склянок органические добавки, сочетающие макро- и микроэлементы. Компания из Татарстана производит 11 видов удобрений. На 35 тысячах квадратных метрах 400 экспозиций из нашей республики, регионов России, Белоруссии и Кыргызстана. Сегодня стенды осмотрел глава Минсельхоза Марат Зябаров. Он отметил, выставка уже 5-й год доказывает свою эффективность. В этом году впервые экспозиции представлены во всех 3 павильонах. Экспоцентр демонстрирует сельскохозяйственную технику, оборудование, сырье для эффективного животноводства, растениеводства, изделия для переработки. Мы ожидаем, что выставку посетят свыше 10 тысяч специалистов АПК со всей России. Масло 82% жирности и сливочный сыр 55%. Не только осмотреть, но и попробовать на вкус. Это конкурс на лучший молочный продукт. Здесь представлены масло, йогурты и сыры крупнейших комбинатов республики. Кроме оценки независимой комиссии, есть и народное голосование. Ряд сырный проходим, у всех попробовали, но мне больше всех понравился почему-то мамадышский сыр. На вкус обращаю внимание, на твердость. Мне очень понравился йогурт, он очень вкусный, насыщенный. Чувствуется натуральность продукта. О том, куда текут молочные реки, обсуждают на круглом столе производителей белого золота республики. По итогам прошлого года в Татарстане взят знаковый рубеж по надою – 2 миллиона тонн. Этому во многом способствовало строительство новых молочных комплексов. Но остаются и проблемы, отмечает Марат Зябаров. Много и у нас вопросов вообще к молочному рынку, ценовой ситуации. На сегодняшний день идет и серьезное снижение цены на сырое молоко. Для наших предприятий, конечно, это все очень болезненно. При этом цена для потребителя выросла значительно и спровоцировала снижение спроса. По итогам года по стране примерно на 1,5%. Об этом говорит уже руководитель Национального союза производителей Артем Белов. Это было объективно обусловлено. 2021 год был сложный, себестоимость выросла не только на ферме, она выросла и в переработке. В переработке, по нашим оценкам, зависит от категории, она выросла там до 18-19%. И, соответственно, в 2022 году, по сути, переработчики компенсировали вот этот резкий рост себестоимости, который был в 2021 году. И в итоге мы видим, что в среднем цена на молочную категорию выросла за прошлый год на 18%. Татагроэкспо продлится 2 дня. Кроме экспозиций, это 3 десятка круглых столов, деловых переговоров и семинаров. Кульминацией завтра станет коллегия Минсельхозпрода Татарстана с участием Рустама Миниханова. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Тем временем аграрии республики готовятся к весенним ярмаркам. В Татарстане они откроются уже 18 марта. В Казани появится новая площадка. Она расположится в жилом комплексе Салават-Купере. Сейчас власти города подбирают удобный для жителей микрорайона участок. Всего по городу будут работать более 10 площадок, где можно приобрести продовольствие по ценам ниже рыночных. Народный контроль, закрытая почта, обмороки в очередях и разрушение памятников. На какие проблемы жаловались татарстанцы на портале госуслуг в феврале, читайте в интернет-газете «Реальное время».
Расширение взаимодействия с мусульманскими странами – одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Об этом заявил Рустам Минниханов на встрече с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества. Встреча прошла сегодня в Москве в Доме приемов Министерства иностранных дел в рамках работы группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Ее возглавляет Рустам Минниханов. Раис республики поблагодарил всех зарубежных и российских коллег за вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году на федеральном уровне отметили 1100-летие официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, Россия, крупнейшая евразийская держава, поддерживает добрые, честные, взаимоуважительные отношения со странами исламского мира. Товарооборот с ними за последние 3 года увеличился почти на 30%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Отрадно, что мусульманский мир поддерживает Россию на международной арене. Мы ценим его открытость и конструктивное взаимодействие и глубокое понимание нашей позиции. Нынешний год для нас особо символичен. Исполняется 20 лет историческому выступлению президента Путина на встрече глав государств и правительств Организации «Исламская конференция» в Малайзии. Тогда российский лидер высказался за развитие отношений нашей страны с мусульманским миром в качественно новом формате. России был предоставлен статус наблюдателя при этом уважаемом международном объединении. Расширение взаимодействия с мусульманскими странами – одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Сегодня исламский мир представляет собой уникальную цивилизационную общность со своими интересами в международной политике, экономике и гуманитарном взаимодействии. В прошлом году группа провела более десятка крупных мероприятий. В текущем году работа будет продолжена согласно утвержденному плану. Рустам Минниханов пригласил всех на Казан-форум. Это экономическая платформа деятельности группы. В этом смысле он уникален. Подобного форума в России нет. Уже сформирована насыщенная деловая программа. Пользуясь возможностью, хочу пригласить всех вас на Казань-форум. Мы рассчитываем на ваше содействие, привлечение самого широкого круга участников из ваших стран. Уверен, участие гостей в деловой программе форума даст хорошую практическую отдачу. Сегодня в Москве Рустам Минниханов также принял участие в совещании по вопросам развития Казанского авиационного завода, филиала ПАО «Туполев» в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. Обсудили развитие производственных мощностей и реализацию гособоронзаказа. Рустам Минниханов является председателем Совета директоров ПАО «Туполев». Внедрение цифровизации на Нижнекамском предприятии «Сибура» принесло компании 216 миллионов рублей. Таковы первые итоги проекта «Цифровой офис». Технология позволяет облегчить труд, снижает человеческий фактор в принятии решений, делает прозрачными производственные процессы. На заводе «Этилена», где внедрено большинство цифровых решений, побывала наша съемочная группа. На данном экране представлены панели Эконс. Это первый инструмент, с которым цифровой офис пришел на производство Нижнекамск-нефтехима. Система Эконс визуализирует наиболее значимые параметры. Например, как на экономику завода влияет перепад давления по колонне, расход газа на входе в компрессор или температура на выходе из змеевиков. В основе точные математические модели, которые в режиме реального времени рассчитывают показатели и выводят их на мониторы. Данная система хоть и выглядит достаточно просто, но является очень мощным и эффективным инструментом в нашей работе. Цифровой наряд «Допуск» – еще один новый цифровой инструмент. Он позволил перейти от бумажной документации на электронное оформление огневых, земляных, ремонтных и газоопасных работ, что значительно упростило процесс. А инструмент «Предиктивная диагностика» отслеживает состояние оборудования в режиме реального времени. Он не только выявляет неисправности на ранних стадиях, но и прогнозирует их. Основная задача – максимально минимизировать человеческий фактор, насколько это возможно. То есть мы ставим датчики, где это возможно, мы занимаемся роботизацией, где это возможно, мы предсказываем возможные изменения по усталости металла, по отклонениям по температуре, по отклонениям по вибрации, ровно для того, чтобы максимально предотвратить, что могло бы случиться. Еще одно ноу-хау – мобильные обходы. В руках у сотрудника предприятия взрывозащищенное мобильное устройство. С его помощью он фиксирует дефекты на фото и отправляет начальнику смены для оперативного устранения неполадок.
Таким образом, цифровые технологии улучшают производственную эффективность, повышают их безопасность и дают весомый экономический эффект. До конца 2026 года он может составить на Нижнекамск нефтехимии около 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В Казани в этом году завершится строительство первого участка Горьковского шоссе. К концу года откроется транспортная развязка на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания. Полностью реконструкция магистрали завершится в 2025 году. Об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. За прошлый год в двух районах отремонтировали больше 80 тысяч квадратных метров дорог. Продолжается и строительство дублера Горьковского шоссе. Делается много, но понятно, что проблемы решены не все. По мере того, сколько делается, возрастают ожидания наших жителей. Это вопросы транспортной доступности, экологии. Остаются вопросы по поселкам. На все нужно и время, и трудовые ресурсы, и финансовые ресурсы. Мы знаем эти проблемы. Возвращаемся к выставке «Татагроэкспо». Здесь компания ПСК «Геодор» из Саратовской области представила импортозамещающий продукт. Они разработали полимерный рукав для хранения зерна и силоса. Компания первая в России наладила выпуск этой продукции. Это аналог элеватора. Компания ПСК «Геодор» из города Энгельс под брендом «Агробэк» выпускает полимерные рукава для хранения зерновых культур и силоса. В 2021 году вышли на полную мощность производства. Продукт создавался 5 лет от идеи до промышленного образца. Технология позволяет сохранить продукцию в полевых условиях и исключить затраты на перевозку в элеватор. Белого цвета – это защита от ультрафиолета. В один рукав помещаются около 200 тонн зерна. В минувшем году компания выпустила около 15 тысяч штук. Покупают как в регионах России, так и в странах СНГ. Наши преимущества какие? То, что мы в рамках импортозамещения первые в России, кто производим данную продукцию. Также у нас соответствует качество и европейским, и другим импортным аналогам. Мы находимся в России, поэтому с логистикой намного проще. Всегда есть в наличии. Компания ПСК «Геодор» уже более 20 лет на рынке. В их номенклатуре свыше 100 видов различной продукции. Сделать заказ можно по реквизитам, указанным на экране. Клиенты могут сами приехать за товаром или воспользоваться услугой доставки. Научный подход к богатому урожаю представила на выставке компания «Русит». Это отечественное селекционно-семеноводческое предприятие, которое производит широкую линейку семян масличных культур. В чем их уникальность, расскажем далее. В основе семян «Русит» генетический материал от Всероссийского НИИ масличных культур. Сорта и гибриды проходят испытания по всей России. Так можно подобрать оптимальные для почвы и климата каждого региона. Стоимость семенного материала в 2 раза меньше, чем стоимость импортного материала. Урожайность одинаковая, масличность гораздо лучше даже, чем импортная в некоторых регионах. Вот из этого получается экономический эффект. То есть затраты ваши меньше, а выручка такая же, иногда и выше. Все, кто законтрактовались, все обязательно получат свои семена вовремя. В широкой линейке семена под любую технологию выращивания и любой группы спелости. Мы поддерживаем своих отечественных производителей, и хорошо, что мы сами развиваемся, сами развиваем свое производство. Поскольку семена производятся в России, с логистикой никаких проблем. Компания гарантирует всем заказчикам доставку вовремя к началу посевной. Продукцию «Русит» можно приобрести по всей стране, оставив заявку на сайте или по телефону. Лина Знатульна, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Они играют не только марш, но и классику, и даже джаз. В ДК имени Саидгалеева в Казани сегодня состоялся смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных сил России. Он проходит по всей стране, в нем участвуют 60 военных коллективов. Вероника Гайнудинова изучила репертуар оркестра Суворовского училища. Концертный вальс Дунаевского исполняет оркестр Казанского Суворовского училища. Сегодня на сцене 25 артистов. Играю на инструменте уже с 5 класса, с 10 лет, 14 лет. И работаю в Суворовском оркестре, потому что нравится играть марши. Военная вот эта вся выправка. Военный оркестр играет разнообразную музыку. От музыки на плацу, воинских ритуалов исполнения. Это марши, встречные марши, до самых сложных произведений русских, советских и зарубежных композиторов.
Это восточный балет Салиха Сайдашева. В репертуаре оркестра есть и национальная музыка. Разнообразие композиций – один из критериев конкурса. Обязательное исполнение гимна, музыки воинских ритуалов, служебно-строевой репертуар. Оценивает мастерство музыкантов главный военный дирижер Тимофей Маякин. Задача военного оркестра – это нести не только культуру в массу, но это и патриотическое воспитание, о котором сейчас не приходится говорить, которое очень важно для каждого из нас, важно для нашей замечательной страны. Когда вот выходишь на сцену, ты всегда себя неловко чувствуешь, да? А вот на сцене, особенно когда он поет, а если еще он поет патриотические песни, а чтобы выучить патриотическую песню, надо проникнуться, чтобы хорошо исполнить. И вот здесь идет воспитательный процесс. А когда ребята, которые сидят в зале, видят своего товарища, который поет, они тоже проникаются вот этим патриотизмом. Казань представят два оркестра – коллективы Суворовского и танкового училища. Они соревнуются в разных подгруппах в зависимости от количества музыкантов в оркестре. Победители первого тура отправятся в Москву, где продолжат бороться за победу. Второй этап конкурса пройдет только в следующем году. Из 60 оркестров страны туда попадут 15. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня свой 50-летний юбилей отмечает движение юных инспекторов России. В Татарстане 19 тысяч ребят с гордостью называют себя юными инспекторами дорожного движения и передают свои знания младшим. Более 15 лет отряд ЮИД работает в 99-й школе Казани. Сегодня здесь выступили победители различных конкурсов. Со сцены юидовцы рассказали о своей работе и пригласили в свои ряды младшеклассников. Все для того, чтобы ДТП с участием детей на дорогах Татарстана стало меньше. Я из 4 класса, мы ведем пропаганду, проверяем дневники, учим правила дорожного движения детей. Я юный инспектор, участвовал в районном конкурсе «Безопасное колесо». Отвечали на вопросы по ПДД, ведению велосипеда и медицине. ЮИД – это люди, которые нас оберегают. В основном входят ученики 4 класса, активно движение это развивается, участвуем в конкурсах, устраиваем акции. В будущем на следующий год планируется выделить целый кабинет для отряда ЮИДа, оборудованный интерактивным оборудованием. И получается, чтобы дети учили правила дорожного движения, уже используя инновационные технологии. Ежегодный турнир по хоккею «Кубок мира и добра» прошел в Казани. В матче принял участие Раис Рустам Миниханов. Он сыграл в команде «Мир». В одной пятерке с ним экс-капитан Акбарса Данис Зарипов. В числе игроков татарстанский гонщик Тимур Тимирзянов, исполнительный директор Федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев и экс-хоккеист Евгений Медведев. Со счетом 10-7 выиграла команда «Мир». Этот турнир объединяет бизнес и спортивное сообщество. На этом наш выпуск завершается. О погоде на завтра сейчас расскажет моя коллега Гульназ Гизатуллина. Передаю слово ей. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Неустойчивый характер погоды сохраняется в республике уже не первую неделю. Что ожидать нам в предстоящие сутки, узнаем через несколько секунд. Компания «Данил Мастер» поздравляет милых дам с весенним праздником и дарит скидку 20% на заказ корпусной мебели. Торопитесь, акция действует только до конца марта. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается небольшое понижение температуры, снег, ночью местами сильный. Температура в ночное время до -7, днем около 3 градусов мороза. Облачно в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге ночью -6, снег местами сильный, днем около 3 градусов со знаком минус. К вечеру станет прохладнее. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше не обойдется без осадков, ночью местами метель. В ночные часы -6, днем около 3 градусов мороза. В Арске, Кукмаре, Балтасе снег, местами слабая метель. Ночью -5, днем -3. В Болгаре, Дрожжином, Буинске зима пока не отступает. Ожидается снег, ночью местами метель. В ночные часы до 6 градусов мороза, днем 3 градуса со знаком минус. К вечеру станет прохладнее. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше пройдет снег, временами с усилениями. Ночью -6, днем около 2 градусов ниже 0. 8 марта температура начнет повышаться.
В столице нашей республики облачно ожидается снег, ночью местами сильный. В ночные часы до -6, днем около 3 градусов ниже 0. Ветер юго-западного направления порывистый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая 84%. Магнитное поле Земли спокойное. Как бы ни противилась зима, в воздухе уже витает весеннее настроение, и птицы поют в предчувствии тепла. Пусть их настроение передается и вам. До свидания, берегите себя.